Многие из нас все еще считают, что цифровые технологии – это лишь интернет, электронные гаджеты, фото, видео и приложения в тех самых гаджетах. Однако цифры виртуальные проникли гораздо глубже, чем их видно. Мозг человеческий создает искусственный интеллект, чтобы тот потом помогал биологическому. Чего стоит одно название лаборатории университета Иннополиса – нейронауки и когнитивных технологий. И именно в ней работает лауреат премии президента России для молодых ученых Владимир Максименко. За разработку новых физико-математических методов для анализа биологических сигналов. В основном это сигналы активности головного мозга. Мы показали, что можно предотвратить эпилептический приступ путем специальной стимуляции. Также мы показали, что можно повысить концентрацию внимания человека при помощи биологической обратной связи. И в быту, говорит, это можно использовать. Компьютер может вычислить состояние человека и предложит ему, к примеру, отдохнуть или подберет необходимую музыку, чтобы мозг биологический расслабился. А для тех, кто предпочитает активные физические нагрузки, в этой же лаборатории придумали умную футболку. На мне умный костюм с датчиками, который считывает мою мышечную активность и передает либо на планшет, либо на телефон, либо на очки дополненной реальности. Здесь есть ЭКГ-датчик, который считывает пульс, если, например, пульс зашкаливал и так далее. Костюм просто сообщает тебе через тактильную связь, что пора остановиться, выдохнуть и отдохнуть. Такие системы умной одежды, интеллектуальной обработки больших объемов данных биометрии спортсмена могут помочь тренеру и с использованием, например, системы искусственного интеллекта выбрать оптимальную тренировку, оптимально подвести спортсмена, например, к соревнованию. И это все цифровые технологии. Да, собственно, без таких технологий и проведение подобного мероприятия в таком масштабе было бы невозможно. Кроме непосредственных участников этого мероприятия, происходящее могут видеть около 700 участников, которые находятся далеко за пределами Республики Татарстан. Такую возможность предоставляет телекомпания ТНВ, само собой, в цифровом формате. И мы общаемся с главным режиссером нашей телекомпании Алмазом Акберовым. Алмаз, итак, какую возможность все-таки мы предоставляем тем, кто находится за пределами этого зала? Данная площадка, она по-своему сложная, и обычное стандартное расположение камер или стандартного расположения оборудования невозможно. Поэтому здесь используются камеры и оптика дальнего расстояния. В последующем данный сигнал запаковывается в файлы и передается по оптике. Физическая оптика выглядит как провод толщиной меньше спички, которая способна передавать очень большое количество информации, как в ту сторону, так и обратно, и передавать на любые большие расстояния. Все без исключения второй экономики, все отрасли экономики. И даже название здесь написано хоть и буквами, но без пробелов, примерно как принято в хэштегах. Обсуждали развитие высшего образования в части подготовки кадров для цифровой экономики. Здесь высочайшая концентрация технологий. Почему здесь проводим в Иннополисе? Потому что здесь как раз стык и технологий, и тех, кто потребители этих технологий. И это одно из немногих совещаний, где не просили выключить смартфоны, напротив, призывали активно ими пользоваться. Голосовали не руками и на вопросы федерального вице-премьера отвечали не словами, а через QR-код. Например, в ответах на вопрос, с какими компаниями делаете совместные инновационные проекты, лидеры проявились с первых секунд. Впрочем, критика в адрес ректоров произносилась все-таки словами. Знаете, что меня еще удивляет? Как-то у нас так странно устроено о том, что, например, для того, чтобы мы додумались о том, что нам нужны дополнительные специальности в направлении искусственного интеллекта и внедрение новых программ по обучению искусственному интеллекту, нам нужно поручение президента. В каждой отрасли десятки тысяч вакансий в области IT. Если в целом по экономике всей страны, то дефицит таких кадров около 1 миллиона человек, по словам заместителя председателя российского правительства. При этом бюджетные места в вузах по этим направлениям не заполнены. Теперь задача этих самых вузов подготовить не только тех, кто непосредственно будет работать на предприятии, но и тех, кто будет учить таких специалистов. Если Иннополисе будет являться таким опорным учебным центром, это и на нас накладывает большую ответственность. Знакомясь с достижениями спорта и науки Татарстана, Дмитрий Чернышенко усмотрел казанский след в Рунете, причем ему около 200 лет, и связан он с химией. Аббревиатура, обозначающая территорию страны, а также доменная область РУ,
является названием химического элемента рутений, который был открыт в Казанском университете. Перестать готовить специалистов для зарубежных компаний и затем покупать там технологии, а создать условия для собственных специалистов, которые будут здесь эти самые технологии развивать. Такая одна из главных задач, поставленных перед высшими учебными заведениями всей страны. Поручение создать в каждом вузе должность проректора по цифровизации. Основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания образовательных модулей, вот именно в направлениях, которые нам нужны для прорыва цифровых технологий, должны быть сделаны до следующего цикла обучения. Если брать 2019 год и 2024, тут количество бюджетных мест увеличивается в 2 раза. И важно соблюсти баланс, с одной стороны, между тем, чтобы менять стандарты, и мы это будем делать в самые короткие сроки, а с другой стороны, сохранить лучшие традиции фундаментального образования. Сегодня самое главное – это кто в наших учебных заведениях и как будет обучать. Для нашего государства это, наверное, самая серьезная задача. Если мы хотим изменить нашу страну, без вот этих людей мы это не сможем сделать. Зуфар Давлетшин, Андрей Куличников, Рамзель Гарипов. 7 дней.